А сегодня я хочу пообщаться с вами о дарах нашей коми Пармы, о ягодах и грибах. И начнем мы с вами общение с самой вкусной, с царской ягоды морошки. Морошка мырпом. Морошка заживляет раны, укрепляет иммунитет. Большой лекарственной ценностью обладают листья этой северной ягоды. Настой из листьев морошки полезно при кашле и боли в горле. А вот голубика чёдлач очень полезна для зрения, и она особенно полезна, если есть ее прямо с кустов. Следующая ягода, которая способствует пищеварению, считается низкокалорийным продуктом. Она обладает рядом лечебных свойств, которые способствуют снижению массы тела человека. Это брусника, пуф. Ягода, которая растет на болоте, очень похожая на бруснику, но немного покрупнее. Это клюква, турипуф. Клюквенный сок или морс из клюквы служат освежающим, жаропонижающим и стимулирующим аппетит средством. А вот лем – это черемуха. При употреблении напитка из черемухи из организма выводится очень много вредных веществ. Также ягоды черники служат обезболивающим средством. Черемуха также влияет на нервную систему. Она успокаивает эмоции человека при стрессовых ситуациях. Красавица рябина, белыш. Кстати, совсем скоро заморозки. А вы знали, что горькая ягода обыкновенной рябины теряет свою горечь при первых заморозках? Также из красивых ягод рябины можно сделать бусы. Пелыш мольяс, рябиновые бусы. Сладкая ягода шиповник, можно сделать компот из шиповника. Шиповник жельнок или лежнок. А вот жимолость, ыжман, не очень сладкая ягода. Она наоборот горьковатая. Жимолость используют в диетической промышленности для изготовления различных косметических средств и парфюмерий. А сейчас немного поговорим о грибах. Гриб – это чак. Гоб – подберезовик. Ельдаг – грусть. Грузди можно жарить. Из них также варят очень вкусные супы. Также их можно солить. Герд гоб, подосиновик красный. Еджет гоб, боровик. Урчак, сыроежка. Красавец мухомор. Гуд кулан чак. Всем известно, что яркий красивый мухомор собирать нельзя. Этот гриб ядовитый, но яд мухомора в небольших количествах может оказать лечебные свойства на любой живой организм. Вот, например, лось, как и другие животные Пармы, не могут сходить в аптеку и купить себе лекарства, которые им нужны. Поэтому они ходят по лесу и собирают природные средства. Как лечиться травами, ягодами и грибами, животным Пармы подсказывает инстинкт. До сих пор точно неизвестно, зачем лоси едят мухоморы. Что лоси ими лечатся, это несомненно. Лось за один раз может съесть около 5-6 мухоморов, но для такого огромного животного яд, который содержится в этих грибах, не столь значителен. Одна из версий состоит в том, что поедая время от времени грибы мухомора, животные изгоняют из своего организма паразитов. Еще было отмечено, что самцы во время гона ежедневно находят себе и съедают по 2-3 гриба, нередко вместе с частью грибницы. Возможно, таким образом животные повышают тонус организма, набираются бодрости и силы перед схваткой с соперником. Вот такие грибы и ягоды растут в нашей коми Парме. Оказывается, они не только красивые, вкусные, но и очень-очень полезные. Тавлен ставас йортяс, адиш